Уважаемые коллеги, мне сегодня хотелось бы представить вашему вниманию урок по математике на тему прямоугольный параллелепипед и куб. На данном уроке я хочу показать, как применяется системно-деятельностный подход как одно из условий реализации обновленного содержания образования. Как любой инновационный урок, это будет динамичная, вариативная организация обучения. Итак, дорогие ребята, мы начинаем с вами урок математики. Я пожелаю вам удачи, орешек знания тверд, но все же мы не привыкли отступать. Нам расколоть его помогут волшебные слова «Хочу все знать!» Дорогие друзья, для того, чтобы нам с вами определить, какая тема сегодняшнего нашего урока, я предлагаю вам прорешать примеры в виде ребуса. Они сейчас перед вами. Постановка проблемы является неотъемлемой частью урока при реализации системно-деятельностного подхода. На данном этапе перед школьниками ставится проблема, либо она определяется совместно с детьми. Ее цель – активизация познавательной сферы деятельности учащихся на основе выявления причинно-следственных связей. Одновременно проводится актуализация полученных знаний. В результате задания дети разгадывают слово «многогранник», и возникает проблемная ситуация. Я думаю, примеры наши уже готовы. Ну что ж, первый ответ 9. Какая это буква, Руслан? Я думаю, это буква «М». Напиши. 4. Евкимай. Я думаю, это буква «Н». Итак, и последняя буква соответствует 900. Это, Доминика? Буква «К». Буква К. Записываем. Итак, ребята, посмотрите, пожалуйста, на доску. Какое слово у нас с вами получилось? Многогранник. А теперь скажите мне, что же такое многогранник? Какие у вас ассоциации в связи с вот этим словом? Я думаю, у меня слово «многогранник» ассоциируется с словом «много граней». Ну что ж, тема нашего сегодняшнего урока – прямоугольный параллелепипед и куб. Сегодня, дети, мы с вами узнаем, какие же фигуры параллелепипед и куб. Выясним, из каких элементов они состоят, и научимся чертить данные фигуры или изготавливать их. А теперь я хочу, чтобы вы сами составили критерии успеха к данным целям и определили, что же будет являться нашим успешным действием во время урока. К концу урока мы должны научиться отличать грани от ребер. Я думаю, что сегодня мы должны без помощи учителя выяснить, из каких элементов состоит эта фигура. Я считаю, что к концу урока мы должны отличать плоские фигуры от объемных и учиться чертить их. Верхние и нижние розовые, а боковые желтые. Работа по групповой технологии представляет собой деятельность в микрогруппах. Ее цель – обучение работе в коллективе и посредством коллектива. Именно изучение нового материала проводится при групповой работе. Ребята самостоятельно исследуют новую информацию, и спикер презентует ее всему классу. В результате дети проводят самоанализ и показывают уровень усвоения, используя метод «большой палец». Наша группа выяснила, что поверхность прямоугольного параллелепипеда состоит из 6 граней. Передние и задние грани, они зеленого цвета. Верхние и нижние грани, они розового цвета, а боковые грани, они желтого цвета. Прямоугольный параллелепипед, у которого длина, ширина и высота равны между собой, называется куб. Стороны куба имеют форму квадрата. Итак, ребята, покажите, как вы поняли данный материал. Молодцы. Следующий этап урока – это практическая работа. На данном этапе происходит интеграция с предметом художественный труд. Дети всегда любят подобные задания, так как они позволяют им создавать что-то новое, творить и мастерить своими руками. Этот метод, несомненно, активизирует всех учащихся. Далее следует работа в парах и взаимооценивание. Итак, покажите, пожалуйста, друг другу, где на фигурах расположены грани. Так, давай. Так, хорошо. Молодцы. А теперь покажите друг другу, где расположены ребра фигуры. Так, хорошо. Так, последний вопрос.
Покажите друг другу вершины фигур. Дифференциация строится в соответствии с уровнем развития школьника. Ее цель – развитие и формирование способностей каждого учащегося. Для этого подготовлены карточки двух уровней, различающиеся по объему учебного материала и сложности фигур. Данное задание проверяет учитель и определяет усвоение детьми нового материала. Следующее задание – это тест. Проверка по эталону. Итак, дорогие друзья, перед вами сейчас в группах лежат картинки с изображением города и различной планировки комнат. Вы должны внимательно сейчас исследовать каждую свою картинку и выяснить, какие же предметы или объекты похожи на те фигуры, которые мы с вами сегодня изучали. Данная исследовательская работа проводилась с целью формирования функциональной грамотности учащихся. Каждая группа называла предметы, соответствующие фигурам, изучаемым на уроке. Мы посоветовались в группе и нашли микроволновку, холодильник и дверь. Мы в группе посовещались и нашли в этом городе несколько параллелепипедов. Это дома, кинотеатры, магазины, машины, скверы, парки, лестницы, разные скамейки, телефонные будки и мусорные баки. Подводя итоги нашего урока, дети еще раз повторили весь пройденный материал. А именно, как обозначать заглавными буквами латинского алфавита куб, прямоугольный параллелепипед, как правильно читать их по обозначению, где в прямоугольном параллелепипеде находятся боковые, задняя и передняя, верхняя и нижняя грани. Выяснили, что является вершинами прямоугольного параллелепипеда. Как называются стороны прямоугольного параллелепипеда. Также четко определили, является ли куб прямоугольным параллелепипедом. Повторили, сколько всего в прямоугольном параллелепипеде вершин, граней и ребер. Чем отличаются плоские фигуры от пространственных. Определили, что гранями куба являются квадраты. И в чем основное отличие куба и прямоугольного параллелепипеда? Наш сегодняшний урок, ребята, подходит к концу. Сегодня мы узнали с вами очень много, замечательно поработали. И я хочу, чтобы вы закончили предложение. Сегодня мы узнали я запомнил, и мне было интересно. Ваши варианты. Я запомню, где у прямоугольного параллелепипеда находятся вершины, ребра и грани. Сегодня мы узнали о различиях куба и прямоугольного параллелепипеда. Сегодня на уроке я научился различать грани, ребра и вершины. Мне было очень интересно выполнять тесты. Сегодня на уроке учащиеся занимались в группах, проводили исследования, смогли сами изучить новый материал и определить его связь с жизнью. Проводилась практическая и самостоятельная работа. Использовались различные виды оценивания. Некоторые учащиеся показали высокий уровень усвоения материала, способность учиться самостоятельно и учить других. Урок достиг своей цели.